Это личность не просто вот национального татарского масштаба и не просто советского масштаба, это личность уже международного масштаба. И Муса Джалиль жил и творил в Москве, поэтому он москвичам и близок. Почтим память героя Советского Союза, великого татарского поэта-патриота Мусы Джалиля минутой молчания. Приглашаем возложить цветы. Имя Мусы Джалиля в школе было присвоено в 1986 году, как раз в год столетия Мусы Джалиля. Был открыт память в 2008 году, памятный знак Мусе Джалилю в нашей школе. И, конечно же, это имя очень нам дорого. Они с детьми погнали матерей и яму рыть заставили, а сами они стояли, кучка дикарей, и хриплыми смеялись голосами. У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь гудела в листве соседних рощ, и на полях, одетых мглою, и тучи опустились над землею, друг друга с бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня. Я не забуду никогда, вовеки. Я видел, плакали, как дети, реки, и в ярости рыдала мать-земля. Своими видел я глазами, как солнце скорбное, омытая слезами, сквозь тучу вышла на поля. В последний раз детей поцеловала. В последний раз. Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас он обезумел. Гневно бушевала его листва. Сгущалась мгла вокруг. Я слышал, мощный дуб свалился вдруг. Он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг. Прижались к матерям, цепляясь за подолы. И выстрела раздался резкий звук, прервав проклятие, что вырвалось у женщины одной. Ребенок, мальчуган больной, головку спрятал в складках платья. Еще не старой женщины, она смотрела ужаса полна. Как не лишиться ей рассудка? Все понял все, малютка. Неизгладимые впечатления производят дети, читая стихи Мусы Джалиля, потому что читают самые разнообразные, как патриотические, такие воинственные, так и пафосные какие-то, так и лирические или юмористические стихи, и потому что творчество Мусы Джалиля очень разнообразно. И каждый раз, конечно, дети поражаются тому, как этот великий человек, находясь в тюрьме, мог писать совершенно полные жизни, полные любви к жизни стихи, жизнерадостные. Даже никогда не поверишь, что человек сидит в тюрьме, обреченный на смерть.
Рогатый котенок, однажды, узнав, что у нас из чулана куда-то бесследно пропала сметана, тихонько сказал своему котенку, уйдя от чулана подальше в сторонку: «Послушай», — шепнул я, — «в чулане разбой, там мыши, и дело теперь за тобой. Ты должен, котенок, всех этих мышей прогнать из чулана как можно скорей». Конечно, все мыши, едва увидав котенка, спасаться помчались стремглав. Забились кто в норы, кто в дыры, кто в щели, и там еле живы от страха сидели. А котик мой смелый, косясь на сметану, неспешно как сторож ходил по чулану. Но утром, когда я за маслом полез в чулан, я увидел, что котик исчез, а с ним и сметана куда-то пропала, как будто ее никогда не бывало. Ах, котик мой, котик, каких же мышей пошел прогонять ты из дыр и щелей, когда ты один лишь во всем виноват, ведь это не мыша, а ты вороват. По-армянскому скажу. Ձեր սիլերն եմ աճեցրել կրծքից տակ, հիմա ծաղկե քարենիգից ջերմ գրկում, ձեզ տրված է ազատություն ու կրակ, և ապրելու երջանիկ բախտ աշխարհում։ Հորն է շնչանք, որ զգացմունք ազնիվ լաց, ինչ որ ունեմ, վստահել եմ ձեզ հավետ, թե դուք մեռնեք, ես կմեռնեմ մոռացված, ու թե ապրեք, կապրեմ հավերժ ես ձեզ հետ։ Ես չեմ ուզում ոչ կարճատև խնդրություն, ոչ աննշան երջանկություն աշխարհում։ Երգ եմ ուզում ճշմարտախոս եւ արթու, դրա համար եմ ես պայքարում։ Երգում էի, զգալով շունչը գառնան, երգում էի, նետվում կռվի քեզ համար։ Ահա վերջին երգս եմ գրում հաղթական, գլխիս վերա դահչին կացին առնավար։ Ազատություն զվացրեց երգս ինձ, երգս է կոչվում, մերնել մահով կդրիշի, սուրբ երգ դարձա, կյանքս արվեց անթակից, եւ թող մահս որպես կրվի երգ հնչի։ Изучая его творчество, ребята во всех регионах, и в Москве тоже, и русскоязычные дети, не обязательно татары, они также понимают роль татарских героев, татарского народа в Великой Отечественной войне. И авторитет татарского народа таким образом тоже утверждается. Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов объявляется минута молчания. Я хочу сказать, что вот мы сегодня собрались для того, чтобы почтить память героя Советского Союза Мусы Джалиля. Но мы сегодня вспоминаем не только его. Мы сегодня вспоминаем всех героев, которые погибли в этой великой войне, в этом великом побоище за нашу свободу, за наше мирное небо. Мы сегодня вспоминаем всех павших, всех национальностей, всех народов нашей страны. В знаменование дня рождения нашего великого поэта татарского народа, великого советского человека, героя Советского Союза Мусы Джалиля. То, что он совершил геройство в годы Великой Отечественной войны во имя чести и достоинства человечества, это заслуживает всяческого продолжения в делах наших детей. Турнир проводится уже 12-й год подряд. В турнире тоже участвуют многие регионы России. Москва, Московская область, Нижегородская область, Саратовская область, Чувашия. Вот борцы приезжают с разных регионов. Он популярный, действительно, дети ждут, когда наконец приедут в Москве и поучаствуют в нем. Хочу сказать, что вы занимаетесь хорошим национальным видом спорта, который вам поможет и формировать ваш характер, поможет защищать слабых. Мы вас просим, чтобы вы также оставались сильными, правильными и также продолжали традиции, которые получаете в этой школе в борьбе. Этот турнир мы посвящаем памяти Мусы Джалиля. В то же время Муса Джалиль в данный момент олицетворяет память о всех павших
в этой Великой Отечественной войне, о всех павших героях. Это, ну, как бы он такой собирательный образ. Кадрлы дуслар, дорогие друзья, сегодня в татарской школе, московской школе номер 1186 имени Героя Советского Союза, татарского поэта-героя, патриота Мусы Джалиля проходит уже в 12-й раз турнир по борьбе на поясах. Посвящен он 113-летию со дня рождения Мусы Джалиля. Очень приятно, что уже стало доброй традицией этнокультурное воспитание в нашей школе. В здоровом теле здоровый дух. Именно через спорт вы укрепляете свою веру, свою патриотичность. И хочу отметить, что в исламе даже пророк Мухаммад очень сильно поощрял, особенно этот вид спорта, борьбу. Потому что, как мы уже отметили, это укрепляет силу духа и, конечно же, патриотизма. И не зря, что именно наш сегодняшний турнир, он посвящен герою Советского Союза, известному нашему легендарному писателю Мусы Джалилю, который также героически защищал свое отечество, свою родину. Я должен сказать, до сих пор остались под впечатлением от выступления ребят, которые звучали на татарском языке, на русском. Такая была атмосфера. И вот сегодня мы, как бы, второй праздник, но это уже связано со спортом, с физической культурой. И опять же представители многих регионов. Это говорит о том, что ваша школа становится центром и духовной, и физической культуры не только Москвы. Ну, мне хочется подчеркнуть то, что мы с вами все-таки живем в сильном, мощном государстве, с таким авторитетным руководителем нашим. И, кстати, он тоже достаточно знает хорошо борьбу, да? Вот, и поэтому, значит, у нас в государстве большой промышленный потенциал, военный потенциал. Но если мы с вами вырастим бездуховную, безнравственную, значит, непатриотичную молодежь, тогда теряется смысл всего, да? И вот здесь в школе, наверное, куется этот патриотизм, куется эта духовность, нравственность. И потом, значит, какими мы вырастим вот это поколение, будет зависеть, в каком положении будет наша с вами страна. Поэтому мы очень верим вот в эту молодежь, верим, значит, в руководство школы, что именно здесь такая молодежь будет воспитана. И, пользуясь моментом, мы поздравляем, значит, директора школы Розу Джабаровну. И вот приготовили мы такое, значит, долгое, здесь очень написано, потом прочитайте, благодарственное письмо. Мы очень вас любим, очень уважаем и, значит, везде вот готовы вас во всем поддержать. Спасибо. Hürmetli turnirde katılışçılar, biz sizinle Sovetlar Союза Героя. Представителей Федерации борьбы на поясах хотел бы поздравить, все-таки это для нас уже как праздник, то, что мы всегда держим в памяти такого героя, как Муса Джалиль, и для нас он его товарищи, которые дали жизнь за Родину, отстояли честь нашей Родины. И для нас оно должно быть примером, и поэтому по этому примеру мы должны идти дальше и быть такими же героями нашей страны. Вот. И от лица Федерации, все-таки, так как у нас праздник, я бы хотел поздравить Розу Джафаровну с юбилеем. И благодарственное письмо о том, что вы уже в течение многих лет девушка с телефоном проводите мероприятия. Спасибо вам огромное. Большое спасибо за поддержку спорта. Большое спасибо, я вас помню еще только с детства. Аплодисменты! Я хочу добавить то, что, наверное, радуется мой покойный папа, потому что он тоже был физкультурником и всю жизнь служил спорту. Жалко, что
что я не стала спортсменкой, но я поддерживаю спорт. Спасибо. Спрячь, мамочка, меня, не надо умирать. Он плачет, и как лист держать не может дрожи. Дитя, что ей всего дороже, нагнувшись, подняла двумя руками мать, прижала к сердцу против дула прямо. Я, мама, жить хочу. Не надо, мама, пусти меня, пусти, чего ты ждешь? И хочет вырваться из рук ребенок, и страшен плач, и голос тонок, и в сердце он вонзается, как нож. Не бойся, мальчик мой, сейчас вздохнешь ты вольно. Закрой глаза, но голову не прячь, чтобы тебя живым не закопал палач. Терпи, сынок, терпи, сейчас не будет больно. И он закрыл глаза, и залила кровь по шее лентой красной извиваясь. Две жизни на земь падают, сливаясь, две жизни и одна любовь. Гром грянул, ветер свистнул в тучах, заплакала земля в тоске глухой. О, сколько слез, горячих и горючих! Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людское, ты миллионы лет цвела для нас, но испытала ли ты хотя бы раз такой позор и варварство такое? Страна моя, враги тебе грозят, но выше подними великой правды знамя, омой его земли кровавыми слезами, и пусть его лучи пронзят, пусть уничтожат беспощадно тех варваров, тех дикарей, что кровь детей глотают жадно. Кровь наших